Живи по совести и вере, люби людей, твори добро. Богатство, злато, серебро не приведут желанной цели. Об этом персонаже по имени Динамо. Его видно на экранах, люди пристрастились к нему, смотрят видео о том, как он делает уличную магию. Да, ходит и делает все эти фокусы, которые делают сотни людей по всему миру. Будто бы он делает все это без подготовки. Безусловно, он все это подстроил, все это подготовил. И фокусы. Вот казалось бы, я был просто поражен, что эти фокусы начали влиять на иман некоторых мусульман. Они думают, как такое возможно? Даже если парень верит в Аллаха, думает, как это возможно, что он делает такое? Некоторые люди начинают думать, как вообще возможно, что он это делает? А другие люди думают, если он может такое делать, то субханаллах. Что это такое? Как же Аллах позволяет такому происходить? Да? Ведь лишь пророкам было даровано совершать чудеса. Они должны были быть теми, кто приносит то, что человек не может сделать. Теперь вопрос в том, что делает Динамо. Скажу по-простому. Существует разница. Вот есть фокусы, есть магия. И когда я говорю магия, мы говорим о черной магии. И есть чудеса. Так вот, чудеса, которые совершали пророки. На протяжении истории никто не сможет это подделать до дня суда. Никто не сможет сделать так же. Когда наш посланник, саллаллаху алейхи вассалям, указал на Луну и разделил ее на две половины, сказав шахаду, бросаю вызов любому магу в мире повторить это. Они этого не смогут. Даже если прибегнут к черной магии, не смогут. Не смогут заставить вас поверить, что это происходит. Было много чудес в истории. Например, Муса, алейхиссалям, разделил море и прошел прямо по дну моря с группой людей до другого берега. Никто так больше не сделает до самого дня суда. Неважно, насколько он опытный маг. Итак, когда мы переходим к тому, что не является чудесами, остаются фокусы и черная магия. Фокусы может делать обычный человек. Ими просто дурачат людей. Вы настолько быстро вытаскиваете карту, что люди не успевают понять. Вы не можете это уловить. Улавливает лишь камера в замедленной съемке. Но то, что делает Динамо и другие уличные маги, он даже не прикасается к этой карте. Карта просто летает. Вау! Круто, круто! Круто! И люди такие, он только что, она летает. Поверить не могу. Куда он ушел? Куда он ушел? А суть вот в чем. Во времена Мусы, алейхиссалям, Аллах упомянул в Коране, посмотрите в 19-м джузе. Посмотрите в 19-м джузе. Также в 16-м джузе сура Тоха. И найдете. Аллах сказал красивую фразу. Он сказал, когда маги пришли против Мусы, алейхиссалям, а он не делал черной магии. Но колдуны изучали, как делать черную магию. Это путь. Они достигли своего уровня, как бы они это ни делали, используя в этом деле джиннов, или прибегали к демонизму, поклонению дьяволу. Чем бы это ни было, я не знаю, но определенно есть внешний источник, а именно, или это были заклинания, которые заставляли чувства людей работать в другом режиме, воспринимая реальность искаженно. И что в Коране говорит Аллах? Что означает, что они заколдовали глаза людей. Была огромная толпа, и вся толпа наблюдает. И Мусу, алейхиссалям, позвали в праздничный день. Это как, скажем, величайший день в году, когда собираются просто все. Величайший день года. В этот день они устроили это состязание. И Муса, алейхиссалям, был с одной стороны, и все лучшие колдуны с другой стороны. И у них были палки и веревки. Вот у них палки, и вот у них веревки. И вот они бросили их на землю. И бросив их на землю, и тут ему представилось. Слушайте очень внимательно. Для его взора
Представилось, якобы это на самом деле движущиеся змеи, что они превратились в змей, и они движутся, снуют там, а люди говорят, как над фокусами Динамо. Но знаете что, вы не видите того, что должны видеть. Вы должны видеть палку на земле, веревку на земле. Но так как он околдовал ваши глаза, даже снимающие на камеру, они видят что-то иное, даже когда пробуют на вкус. Когда он дает им попробовать какие-то конфеты, и они говорят, он только что изменил вкус. То есть, они могут пробовать, слышать, нюхать, видеть, трогать, чувствовать что-то не то, ведь они под влиянием. Это было у магов во времена Мусы, алейхиссалям. И Аллах говорит такую фразу. Они околдовали глаза людей. Аллах использовал эту фразу. Когда это делают, люди видят не то, что нужно, а что-то другое. А у Мусы, алейхиссалям, было настоящее чудо. Аллах сказал: «О Муса, бросай свою палку». И он бросил. И его палка превратилась в настоящую змею. И это была не просто змея, а большой змей. И не просто большой змей. Это был огромный, высоченный, грациозно возвышающийся над людьми огромный змей. И этот змей даже не двигался. Другие-то якобы змеи танцевали, кружились в кругу. А змей Мусы, алейхиссалям, появился и просто втянул все эти веревки и палки, которые выглядели как змеи. Это был просто шок. Всосал их все как вакуумный пылесос. Так? И тогда Муса, алейхиссалям, просто коснулся змея, и он снова превратился в посох. Колдуны были шокированы. Эй, он забрал мою волшебную палку, он оставил меня без работы. Выбил из-под меня почву. Это был конец. Они сразу упали в земной поклон, ведь они знали, что неважно, насколько ты сильный черный маг, колдун, тебе не под силу то, что сделал Муса. Это настоящее чудо, это не магия. То есть я хочу сказать вам, что Динамо достиг уровня, и человек может достигнуть высокого уровня через поклонение дьяволу, управление джиннами, через заклинания, магию. Все эти вещи есть. Религиозные используются способы или нет, большинство нет. А может, его дедушка, о котором он все время говорит, научил его этому. Есть еще один момент, который не включает в себя черную магию. Но еще есть власть взора. Этому может натренироваться каждый человек, перемещать вещи, управляя силой своего взора. Вам это может показаться странным. Люди, смотрящие на ложку, которые гнут ложку просто глядя на нее, это сила, которую человек может выработать внутри себя. Индуист или мусульманин, кто угодно, может обрести эту силу внутри себя. Нужна масса тренировок, серьезная вера в это внутри вас, что это случится. Можете подумать, что это по-настоящему странно, но знаете что, на самом деле вы можете делать это. Это не связано с религией. Мой устад Мауляна Фадурахим Саб сказал, есть люди, которые натренировались делать многие вещи, просто глядя на что-то. Есть же эти двигающиеся карты. Их или джинны двигают, или силой взгляда. Можете натренироваться делать это. Есть люди, делающие это ежедневно. Единственное, что за ними не ходят с камерой, показывая, что они делают на самом деле. Итак, возникает вопрос. Как узнать, магия или это то, что делает Динамо? Дайте-ка я расскажу вам. Я расскажу вам это как есть. Я был на свадьбе около 6 лет назад. И они позвали мага на эту свадьбу, и он ходил от стола к столу, показывая магию. Так? И когда он ее показывал, люди поражались этому. И вот, переходя от стола к столу, он дошел до моего. И я скажу вам как. Остановить колдуна. Спутать ему все карты. Опозорить. Вы испортите ему всю магию. Сделайте следующее. Я сделал это, и знаете, что случилось? Я его обломал. Так что вам нужно сделать? Прочитать «Куль а'удhu бираббиль фаляк» трижды. Знаете суру Фаляк? Трижды. Подуть на палец и сжать в кулак. «Куль а'удhu бираббин нас» трижды. Подуть на этот палец и сжать вот так. Да? До прихода колдуна. Или прямо перед ним. Даже если пришел, сделайте и держите. Вы его собьете, если он делает какую-то магию. Один из моих учителей научил меня этому. Я применял всего раз. Такой думаю, дай-ка проверю. Приготовился, сел и сложил руки под столом.
Парень подходит, начинает свою магию и... осечка. И... он покраснел, а я говорю, ты не можешь делать магию. А он говорит, всегда есть один, всегда есть один. Сейчас я покажу тебе. Делает фокус и осечка. Он берет, перетасовывает карты, делает другой фокус и опять осечка. И после этого этот колдун прекратил свои попытки, покинул наш стол и перешел к следующему столу. Если вы всерьез хотите остановить, хотел бы я встретиться с Динамо. Я бы прочитал перед ним эти аяты. И второе. Серьезно, второе. Вот способ еще сильнее. Если после этого вы прочитаете еще аят, думаю, это... Сура Юнус. То есть, 10-я сура Корана. Думаю, это... Если здесь есть хафиз, то, пока я здесь, было бы хорошо увидеть аяты, которые я произнес. Если вы прочитаете это, я думаю, это в районе аята номер 61, 62 или около того. Если вы прочитаете это и подуете на колдуна, вы окончательно осадите его. Он будет не в состоянии делать какие-либо из своих фокусов. И в связи с этим, что я хочу сказать вам, ребят? Не думайте, что эти парни делают что-то невероятное или фантастическое. Они просто достигли определенного уровня совершения всего этого. Через фокусы, черную магию, джиннов. Но у них нет власти Аллаха Аззаваджаль, который бы им помогал. И это вообще не чудеса. Они это делают, и вы можете также. Я не призываю вас учиться этому. О чем я прошу, это... не втягивайтесь в это слишком сильно. Не надо тратить часы напролет, просматривая все это. Помните, это лишь околдовывание глаз. Эта жизнь лишь миг один, прыть жизни будущей и вечно. Не будь же глупым и беспечным, не делай зла и бед другим. Живи по совести и вере, люби людей, твори добро. Богатство, злато, серебро не приведут желанной цели.